Налог за подарок ко Дню Победы. Ветеран Великой Отечественной войны Мария Урасинова, жительница Печоры, получила письмо счастья от налоговой. Ее родные были очень удивлены, подумали сначала, что это ошибка, но ведомство подтвердило. Все верно, 98-летняя участница войны действительно должна выплатить налог более 2500 за подарок, преподнесенный ветерану в юбилейный год Победы над фашизмом. Дочь Марии Александровны сообщила об этом в социальных сетях. В налоговой службе нам пояснили, облагать или не облагать данью подарки ветеранам или инвалидам Великой Отечественной войны зависит от того, за счет каких средств они куплены, бюджетных или иных. Так гласит закон. Подарки, в том числе в денежном выражении, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, инвалидам Великой Отечественной войны не облагаются налогом на доходы, если эти подарки или суммы выплачены из средств бюджетов. Если же подарки выданы другими лицами, юридическими лицами, то там идет сумма необлагаемая 10 тысяч рублей. В данном случае организация, которая выдала подарок ветерану стоимостью более 10 тысяч рублей, подала сведения в налоговую службу на удержание налога. В соответствии с налоговым кодексом мы были обязаны предъявить данный налог к уплате. Что же за подарок получила участница войны? Выяснилось, что сведения в налоговую подавал Печорский совет ветеранов. Мы обратились в организацию, председатель которой пояснила, в 2020-м, в год 75-летия Великой Отечественной, Марии Урасиновой за бюджетные деньги сделали в квартире капитальный ремонт. На средства благотворительной акции купили шкаф. Был еще один подарок от спонсора крупного печорского предприятия. Его-то и обложили налогом. Это спонсорские средства были от ГРЭС. 9 мая ей вручили в конверте 20 тысяч рублей. Это директор ГРЭС бывший вручил. Они эту сумму нам перечислили на наш счет Печорской организации ветеранов. А потом с 9 мая мы так решили с начальником. Он говорит, вы эти деньги снимите, значит, я всем вот этим участникам войны и 2 блокадницам еще буду в конверте вручать по 20 тысяч. А ведомость это пришла на удержание этих подоходных налогов в 2021 году. Самим фактом того, что нашим ветеранам могут приходить какие-то налоговые взыскания за подарки на 9 мая, глубоко возмущен глава Коми. Владимир Уйба дал партийное поручение депутатам-единороссам в Госсовете Коми разработать законодательную инициативу по защите ветеранов от налогов на подарки, приуроченных ко Дню Великой Победы.